Всем приветики, ребята! Как у вас дела? Сегодня у нас мейкап туториал. Как всегда, чередуем. Я сейчас смотрю на себя на камере, думаю, капец, как я загорела. Я прям мулатка-шоколадка. Моя мулатка-шоколадка. В общем, я так загорела, вы можете даже вот здесь посмотреть. Смотрите, какие у меня следы. Да, по инстаграму можно заметить то, что я почти что провожу все мое время, свободное время, на пляже. Если я не на пляже, то я в Сефоре, если я не в Сефоре, то я на пляже. Да, вот чем я занимаюсь летом. Но, в принципе, вот что значит жить возле океана. Это всегда так, это просто кайф, можно сказать. Так что вот, сегодня не об этом. Сегодня макияж, у нас туториал на этот макияж. Я вдохновилась макияжем из дня рождения Кайли Дженнер. У нее такой красивый был макияж, просто... Я, конечно, постаралась сделать точно так же, но мне кажется, в конце получилось так, что типа не Кайли Дженнер макияж, а получилось Джамкин макияж. В общем, я постаралась, по крайней мере, сделать точно так же, как она. В основном очень похоже. Но посмотрите, как получится. Но постаралась сделать, то есть, как бы использовать те же цвета, те же оттенки, примерно в таком же стиле. Так что вот, если вам понравится, обязательно дайте мне знать в комментариях, конечно же. Если вы еще не подписались на мой канал, подпишитесь сейчас, у вас есть шанс подписаться прямо сейчас. Все, что я использовала на этом макияже, список будет под видео, как обычно, и ссылки там, так что обязательно посмотрите. Так что давайте приступим. Ну что ж, ребята, начнем, наверное, с праймера воды. Праймер вода у меня Smashbox. Мне кажется, когда начинаешь с праймера воды, намного лучше, потому что ты чувствуешь намного свежее, что ли. Хоть я уже нанесла там увлажняющий крем и все свое по уходу за кожей, а вот мейкап на всякий пожар начинаю с праймера воды. Теперь идет настоящий праймер. Настоящий праймер у меня VDL. И этот праймер видела у одного блогера, и я посмотрела, думаю, вау, нужно это попробовать. Она должна давать тебе такое сияние на коже. Ребят, смотрите, как сияет. Очень красиво. Вау. Очень красиво. Так, дальше будем использовать тональную основу. Для тональной основы будем использовать сегодня, наверное, хотя все тоналки у меня сейчас такие светлые на мне. Я сегодня буду пользоваться сэмплом, то есть с тестером от бренда Becca. У Becky сейчас новая тональная основа, называется Skin Love. Очень классная вообще, классная линия. И у меня цвет называется No Set. И что мне понравилось, когда используешь эту тоналку, нужно наносить только немножечко. Не прям плотного покрытия, но можно довести до полного, мне кажется. И буду использовать вначале пальцем, а потом бьюти-блендером. Хотя мне кажется, все можно бьюти-блендером. То есть мне показалось, что если пальцем используешь, намного натуральнее смотрится, что ли. Консилер беру тот же, который я всегда использую, хотя я хочу вперемешку с Тартом. Он очень светлый, он немножечко поможет мне. Так что наш консилер. Хотя я не буду использовать Shape Tape, только нарсом обойдемся, потому что она достаточно светлая на моей нынешней цвет кожи. О, как осветлила. Заметила, что у Кайли Дженнер очень-очень прям выделенные такие под глазами, так что я буду тоже выделять прям конкретно. Вот так прям. Ой, такой плотный макияж давно не наносила, аж чувствую себя странно. Так, дальше будем все, как говорится, финишировать. Будем пользоваться Laura Mercier пудрой. Обычно бейкинг делают для того, чтобы тоналка прям лежала на коже, вообще не двигалась. И бейкинг обычно помогает. Но на каждый день я бы, конечно, не советовала, потому что у вас появятся прыщики.
И все растушевываю кисточкой. Осталось от моей контурной палеточки NYX. Это у меня, мне кажется, я не помню, какой-то номер. Это такой от никсовской палеточки, короче. Я буду делать нос свой. Стараюсь сделать как у Кайли Дженнер. Нос такой маленький-маленький. И сверху потом так. Видно. Затемняем мой лоб. Не думаю, что у Кайли Дженнер такой большой лоб. Но затемняем меня. Вот, так что дальше я беру немножечко бронзера от бренда MAC. Это маковский бронзер. Я немножечко хочу дать. Теперь, как она обычно говорит, пудрой буду делать бейкинг. Хоть мне вообще не нужно, потому что у меня нормально с моим, как говорится, jawline. Вот у нее такой слишком непропорционально. Но я на всякий случай хочу попробовать. Вдруг мне тоже понравится. Мне кажется, мне не нужно было. Ну ладно. Она же говорит, нужно делать, так что будем делать. Итак, теперь это самое главное. Это румяна. Как вы заметили в фотографии, в основном румяна можно заметить. И как я заметила, что она обожает всякие румяны. Буду использовать сегодня бренд Urban Decay. И палетку называется Back Talk. Такая палетка. И что круто, тут есть и хайлайтер с этим, с румяночкой. И будем использовать еще сегодня. Наверное, буду вместе мешать. Double Takes Low Key. Потом я беру хайлайтер свой от Anastasia Beverly Hills Nicole Guerrero. И буду здесь использовать, наверное, цвет такой, не оранжевый, хотел сказать, оранжевый. Это называется Daydream. Такой красивый коралловый цвет, можно сказать. Так что будем использовать ее. Что ж, примерно так. Теперь я растушевываю вот эту baking part. Не знаю, это дало мне какую-то разницу или нет. Ну, посмотрим. Итак, теперь брови. Для бровей буду использовать Kat Von D. Это называется цвет Light Brown. Такой. Очень нравится этот кремовая помадка. Мне кажется, это даже лучше, чем Anastasia Beverly Hills. Только из-за того, что Anastasia Beverly Hills иногда мажется, если, например, волосы попадут на твои брови, а с Kat Von D вообще не мажется, вообще классно. Мне очень нравится вообще форма бровей Кайли Дженнер. Мне кажется, очень красивые натуральные брови, так что будем стараться делать точно. Она наносит всегда очень-очень естественно. Не слишком смотрится, как раньше было модно, так что будем делать тоже так же. Теперь дальше идет уже наши тени. Для теней будем, как я уже говорила, будем использовать Back Talk. И вот такие у нас необычные цвета. Конечно, в первую очередь, наверное, я нанесу Back Talk, так и цвет называется Back Talk. Пушистой кисточкой наношу на, можно сказать, на подвижное веко. Не подвижное веко, на складку века. Как я заметила, она наносит примерно туда-сюда и немножечко с наклоном в сторону носа, можно сказать. Так что будем делать точно так же. Так, примерно так. Дальше наношу цвет, называется What the fuck. Вот такой цвет. Дальше беру свой хайлайтер, тот же хайлайтер, который я использовала. Daydream, наношу под бровями немножечко. Вот так. Теперь больше детальной кисточкой тот же цвет. Я попробую нанести больше. Внутренний угол, вот так.
тот же коричневый цвет будем наносить на линию ресниц, можно сказать. Так как у меня прям таких европейских глаз нету, так что походу мне придется сделать кат-криз, как говорится, с консилером, чтобы дать такой явный. Вы понимаете, глаза такие. Так, теперь обратно буду наносить сверху, чтобы освежить цвета. Так, теперь мне нужно что-то шиммерное на глаза, и я, наверное, на другой палеточке поищу что-то красивое. Давайте посмотрим. У меня есть никсовская палеточка Love You So Mochi. Может быть, здесь будем использовать. Ну-ка. О, буду использовать этот цвет красивый. И я буду использовать это пальцем, потому что он такой пигмент, который пальцем, мне кажется, лучше смотрится. Я буду наносить там, где я ничего не наносила, это там, где консилер. Вот так. Ну, еще я хочу осветлить это место, вот. Таким образом осветляю. Обратно иду на коричневый цвет и ставлю цветочки над «и», как говорится, обновляю цвета, потому что я трогала сейчас пальцем. И, конечно, на внутреннем углу она использовала что-то наподобие хайлайтера. Я попробую использовать, не знаю, в этой палеточке где-то нету светлого цвета. Я буду использовать, наверное, опять же хайлайтер Becca Moonstone. Дальше теперь айлайнеры идут. Для айлайнера будем использовать Marc Jacobs. У него не прям явно выраженный, можно сказать, подводочка, да? Из-за этого будем использовать только коричневый цвет, а не черный. И наши полностью под глазами. Теперь будем использовать подводочку коричневую опять. Не особо слишком, так как у нее не особо там выделено, но там точно есть подводка, но она коричневая. А у меня это от Almay, такой. Будем выделять немножечко. Ой, не знаю, как с этим буду пользоваться. Первый раз пользуюсь такой кисточкой. Только немножко будем выделять. Так как мои глаза маленькие, чтобы дать иллюзию больших глаз, как у Кайли Дженнер, приходится наносить подводку, сделать вид, что у меня большие глаза. Вот. Дальше идет у меня подводка. Ой, подводка, говорю. Дальше идет у меня тушь. Тушь у меня Big Monsieur от Lancome. Мои ресницы просто вау-вау, сейчас вы увидите. Я пользуюсь вот этой сывороткой, как там, серум. Называется Grande. Мои ресницы просто отпадные в последнее время. Ох, какие, видите? Я прям каждое видео. Смотрите, смотрите, какие у меня длинные ресницы. Ой. Вроде бы начинала как Кайли Дженнер макияж, а закончилась Джама макияж, потому что я обожаю темные под глазами. Примерно так. Сейчас я нанесу ресницы и вернусь.
Так, примерно так с моими ресницами. Теперь губы. Для губ я буду использовать свои новые карандаши. Не, один карандаш, просто один карандаш, называется D-Minor от Kat Von D. Будем делать, увеличивать губы, как у Кайли Дженнер. Смотрим. У нее губы почти что нюдовые, так что я не знаю, какой именно использовать. То ли мой нюдовый, то ли вот этот нюдовый. О, вот это классная. Это у меня We Makeup, цвет называется Ever Liquid Lipstick, цвет. Ох, короче, забыла, номер 1, короче. И в конце нужно, конечно, нанести спрей. У меня спрей не работает нормально. Выжила, называется. После спрея даже мейкап кажется намного свежее. Ну что ж, ребята, примерно так. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось, обязательно дайте мне знать в комментариях. И вся информация про этот макияж будет под видео со ссылками, так что посмотрите, можете заглянуть, что я использовала. Так что увидимся мы с вами на следующем видео. Пока-пока!